Ассаламу алейкум, приветствую вас всех, уважаемые телезрители, с вами Сулейман Катиев. Вы смотрите программу «Интервью с чемпионом» на канале Магаз. Сегодня мы вновь поговорим о спортивных достижениях ингушских спортсменов. В последнее время каратисты из Ингушетии демонстрируют впечатляющие результаты на соревнованиях по всестилевому карате. Мы неоднократно освещали их успехи и сегодня вновь расскажем о новых победах и перспективах развития этого вида спорта. У нас сегодня в гостях тренер по всестилевому карате, а также президент Федерации по всестилевому карате Ингушетии Азит Шоухалов, его воспитанники Илья Шоухалов и Адам Накостроев. Ассаламу алейкум, Аштолча. Алейкум, Азит, расскажи о прошедшем турнире. С каким результатом вы приехали домой? С 3 по 6 мая в городе Орел прошел чемпионат России по всестилевому карате, где наши ребята показали хорошие результаты, заняли первое и второе место. И там же, в городе Орле, прошел первенство России в возрастной категории 12-13 лет. Там тоже наши ребята выступили хорошо. Там тоже первое и второе место. Наши ребята очень достойно себя показали и в первенстве в категории 12-13 лет, и в чемпионате России среди взрослых. Показали хорошие результаты. Янарсанов Ислам, он провел три боя, он провел первые 2 боя, он досрочно с нокаутами выиграл. В финале спортсмен отказался выйти и отдали нашему спортсмену. И таким образом он стал победителем чемпионата России. Адам Накостроев тоже провел 3 схватки, 2 схватки выиграл, 3-ю схватку в финале проиграл Адам. Так, ребята очень хорошо выступили. Будем дальше готовиться. Впереди у нас будет чемпионат мира. Пока по назначению, только точно не знаем, в каком городе он будет проходить. Но мы будем готовиться. В июне месяце мы планируем на сборы поехать в Дагестан. Будем готовиться на чемпионат мира. Остался ли ты доволен результатом и выступлением своих учеников? Очень доволен, что наши ребята так хорошо выступили. Очень доволен, и результат они показали, как бы сказать, я очень доволен результатом. Это далеко не первые наши места. Мы ранее выступали. Возьмем Ислам Янарсанов, он трехкратно, он сейчас стал трехкратным чемпионом России, он чемпион мира, член сборной России. Сейчас Накостроев Адам тоже в состав сборной России. Сейчас будем надеяться, что он тоже попал в сборную команду, сборной страны. Будем готовиться. А этих прошедших турнирах были недовольства к судьям с вашей стороны? Недовольствия постоянно бывают. Там кого-то засуживать. Надо быть на голову выше спортсмену, чтобы не было таких моментов, чтобы засуживали. Надо быть на голову выше. Есть моменты, постоянно бывают, там больше тянут в свою сторону судьи, своего знакомого, друга, не знаю, родственника. Бывают моменты, которые тянут в свою сторону судейство. В любом случае надо быть на голову выше, чтобы, если хочешь выиграть, надо на голову выше надо быть. Так этот Янарсанов Ислам, он не оставил никаких шансов тем спортсменам, которые с ним дрались, можно так сказать. В одни калитки он выиграл, нокаутами выиграл. Сейчас почему его с нами нету, он в данный момент находится на тренировочных сборах. У него 31 числа этого месяца будет у нас во Дворце спорта. Бой у него должен состояться здесь, в Дворце спорта. Он готовится на этот бой. Он в данный момент находится на тренировочных сборах в Дагестане. А уровень организации на прошедших турнирах, как вы оцените? На каждых соревнованиях мы уже, мы постоянно выступаем, ездим на первенстве России, на чемпионатах России, везде. Уровень организации всегда на высшем уровне бывает. В нашей федерации, Федерации всестилевого карате, уровень организации бывает на высшем уровне.
Вообще никаких претензий нет насчет организации, насчет проведения. Ну, вот эти судейские моменты бывают, но они тоже, как я говорил, надо быть на голову выше, чтобы явно надо выиграть, чтобы победить. А здесь сколько регионов выступали на данных турнирах? Так, регионов 49-50 регионов выступало на чемпионатах России. Первое общекомандное место город Москва заняла. Второе место, я не помню. Третье Кабардино-Балкария. Вот, второе не помню я, какой регион выиграл. Первое Москва выиграла. У них участников много, они в разных разделах выступают. В нашем виде спорта есть 3 направления. Это ограниченный контакт, контакт средства защиты и полный контакт. Ну, кёкушинкай. Вот. Наши ребята выступали, спортсменов в чемпионате России были только 2 спортсменов с нашей республики, 2, и 2 стали призерами. А вот другие регионы, они заявляют в разных видах, разных направлениях, и в ограниченном контакте, и в ПК они заявляют, в кёкушин, и средства защиты. Вот. Поэтому у них больше медалей. Вот командное первое место выиграл город Москва. Если выступает больше участников, больше участников, то больше вероятность выиграть командное первое место. Да. Больше медалей, это командное первое место занимает тот регион, который больше спортсменов заявлено. Сильные были соперники в ваших весовых категориях? Да, соперники шкаат бар, бада читалгайтам такой бар, атбарт первый бой, кезик болевая, шкортиарс второй бой, штедный гласный шкортиарс. В финале кезик ашкош ба ишерс. Не хватило баллов? Да, кезик разнервным ишерс, кезик последний концов даен. Ну, в любом случае опыт. Да, в следующий раз, алхамдулилlah. Элис, а ты как прокомментируешь? Я сделал 3 боя, 2 боя выиграл, 3-й бой проиграл. Я сгонял 6 килограммов, и уже в финале у меня не было сил, немножко по баллам проиграл. Кто для тебя составил самую сильную конкуренцию? Со мной был с нашей земли Гагиев Рамзан. И я бы выиграл бы, но чуть-чуть не хватило мне из-за весогонки. Уставали постоянно. Я гонял 6 килограммов, даже не зашел в вес. Там 250 грамм оставалось, потом уже с 16 до 18:00 завершение было. Уже 18:00 было. И из-за 250 грамм я подрался 48 килограмм. А в каком весе ты выступаешь на постоянке? На постоянной 45. Адам, насколько хорошо ты был подготовлен к данным турнирам? На все 100% я был готов. Мы провели сборы в Дагестан. Там 10-дневный сбор провели. Там я был хороший подготовлен. И дома тренировался. 2-3 месяца мы хорошую подготовку сделали. По воле Всевышнего мне удалось стать серебряным. В следующий раз, иншаллах, постараюсь первый взять. Элис, а ты? Мы уезжали на сборах разных, делали 2-3 тренировки в день. Готовились на все 100%. И получилось подготовиться на все 100%. И немножко не хватило. В следующий раз на первенство чемпионат мира займу первое место, иншаллах. А что вам больше всего запомнилось на этих соревнованиях? На прошедших соревнованиях нас встретили достойно. Там были наши ребята, наши земляки. Там мы провели 7 дней. Эти 7 дней нас встретили достойно. Наши братья там с Орла встретили нас достойно, гостеприимно. В эти 7 дней они были с нами, и вместе хорошее время с ними провели. Хотелось бы добавить, хотел бы поблагодарить наших ребят, которые в данный момент находятся там в Орле, там работают, бизнесом занимаются. Вот эти ребята каждый день приезжали к нам, поддерживали наших ребят, болели за нас и всячески старались как-то вот поддержать. И то в ресторан возили ребят, то там, то здесь, везде, короче, чем могли, помогали они. Это есть такой парень, Сунджион, Муслим Сейнароев и Яндиев Аслан. Очень хорошую поддержку сделали для наших ребят. Делали Асалцан, Бакалцан.
Мучусак в любом случае приятно, когда вот наши земляки поддерживают наших ребят. Очень приятно. Хотя неудобно, но приятно очень, когда поддерживают своих. Насколько важную роль для вас сыграл тренер на этих соревнованиях? Да, тренер хамится, что результат хамдая хударах, что поддержка максимально тренировки, постоянно готовится, даже что момент шхалартхан даря, схал тренера, что достойно секунда, хамаж ошибка, хам сестрин дика видно мухорис, что азитис хаол, что да, каятам скортал, эхтубелт. Какими качествами должен обладать человек, вот, который хочет добиться высоких результатов именно в всестилевом карате? В первую очередь должна быть дисциплина. Спортсмен должен, стабильность должна быть. Стабильно должен ходить в зал, не искать там какие-то эти свои отмазки. Он должен посещать зал стабильно. Где стабильность, там и результат будет. Вот. И уважение должно быть и к младшим, и к старшим. Что весь спортсмен Сухатович. Вархум был шалвес шицане зале занимался был спортсмен шицане сделал здесь арада вахшмакахас шинел нагвагу шисак дикумачавали. Что ты можешь выделить как самое сложное в этом виде спорта? Мы выступили на чемпионате мира, выиграли чемпионат мира. И самое сложное то, что вот я вот все документы подготовил, все отправил в Министерство спорта России. Из-за одного человека нашему спортсмену не присвоили звание мастера спорта международного класса. Из-за одного человека. Вот. Обидно бывает вот такие моменты. Не хватило там в сетке было 7 человек, а должно было быть 8. Вот. Самое сложное гораздо. Несправедливость. Несправедливо, да. Очень несправедливо. Все бои достойно выиграл спортсмен. Ну, из-за одного спортсмена ему не присвоили мастера спорта международного класса. Отказали Министерство спорта России. Что ты начинаешь испытывать, когда твой ученик выходит на бой? У меня как бы словами не передать. Волнение бывает очень такие. Волнуюсь я очень, когда худо. Как же он выступит, я же куртка им бьябисах. Чемпионат и первенство России – это главный старт в году у спортсмена. Конечно, есть волнение, переживания. Вот когда вот выхожу, секундирую, конечно, я волнуюсь. Я не знаю, мало ли там где-то как-то он удар пропустит или что, или травму получит. Я еще волновался, вот у Ислама должен быть сейчас 31 числа бой. Я волновался еще, мало ли травму еще получит, травма ноги, руки, там еще чего. Вот, по воле Всевышнего травмы нет у него. В данный момент продолжает тренировочный сбор, подготовку в Дагестане. Вот, мы тоже в Дагестане готовились перед этими соревнованиями. В 2 залах мы тренировались. Мы тренируемся в зале сельского поселения Плиева и Яндри, сельское поселение Яндри, ФОК чемпион. В 2 залах мы готовимся. Хотел бы поблагодарить наших руководителей. Всячески помогают, поддерживают. Это Плиев Муса Батырбекович, директор спортивной школы Плиева, и Чесыгов Илес, директор спортивной школы сельской поселения Яндри. Вот. Большое им спасибо за ту поддержку, которую они оказывают нашим спортсменам. И за условия, которые они делают для спортсменов, в общем, всем, не только каратистам, но и всем. Боксеры, там, и борцы, и дзюдоисты. Разницы нет, каким видом спорта занимается спортсмен. Я уже 25 лет тренером работаю. Разницы нету, даже если шахматы ты играешь, в любом случае надо любить свое дело, любить свой вид спорта. Если у тебя не получилось, вот ты поехал на соревнования, проиграл ты, не надо духом падать. В любом случае надо идти вперед, потихоньку, со временем все
приходят. Я уже много, вот я, как я говорил, 25 лет, я много ребят тысячами видал. Тысячами спортсменов видал. У нас и Европы, и чемпионаты мира, и России, первенство России, международные турниры. Мы много этих турниров видели за это время. Что я заметил вот, за опыт моей работы, тот спортсмен, который проиграл на соревнованиях, ему ни в коем случае нельзя падать духом. В любом случае, сегодня проиграл, завтра выиграл. У меня вот в глазах, вот, как бы сказать, есть один пример передо мной стоит. Я с 6 лет вырастил спортсмена. На каждых соревнованиях он проигрывал. Возможности есть, нету. Его отец постоянно отправлял на соревнования. Потихоньку он 2016 года, 6 лет, короче, он тренировался у меня. Начиная с 2016 года он уже первым номером России был. Первенство России первым номером он был. 2018-2019 год по взрослым чемпионом России, чемпионом мира, международные турниры, только так выигрывал парень. Вот. Как бы сказать, желание у него было дальше расти. В любом виде спорта, вот, допустим, дзюдо, кикбоксинг, любой вид спорта возьмем, разницы нету. Просто надо любить, и от души любить надо этот вид спорта. Постоянно, как бы сказать, свое дело надо любить, свой вид спорта, постоянно количество. В зале спортсмен должен отрабатывать свой бросок или там ударную технику. Он должен отрабатывать количество раз. Где будет количество, там и будет качество. Капля точит камень не силой, а повторением. Да, повторять надо. Вот одно упражнение, один удар, его надо нарабатывать 500 раз, 1000 раз, 1500 раз. Вот тогда будет результат. В любом случае надо заниматься. Лучшее положение мышцы. Спортсмен, холвиз, кич холвиз, замер, это наше будущее, это наше, что мы ведь спортсмены, сейчас хакуш был, биржди спортсмен, шитчу, притчу, 18-19 лет, я молодой, как и нам биш. В любом случае, это наше будущее. Надо больше времени проводить в зале. В зале у Алжуа спортсмен находится у него что другие интересы будут, там других интересов у него не будет, там, когда улица, Халкахан улицы, то, что была улица, и сейчас, которая есть улица, небо, земля, и я помню свою улицу. Разница. А? Большая разница. Конечно, большая разница. Чего только там у нас нету. 20 хамдаций. Что там дых? Игры самый главный, дардыши, да, знан зяхарды здесь. Да, знан зяхарды живот, сакхарца угуац. Насколько важна именно психологическая подготовка? Психологически, если спортсмен не подготовлен к бою, у него как бы не пойдет этот бой. В любом случае, психологически подготовленного спортсмена, у него больше шансов на выигрыш. Азит, как часто вы ездите на соревнования? По мере возможности мы стараемся выступать на всех соревнованиях. Ну, не на всех, но, вот, допустим, у нас вот сейчас 20-21 числах примерно вот, в Уфе будут соревнования. Ну, бывает возможности нету поехать. У спортсменов там у нас, конечно, нам Министерство спорта оплачивает наши поездки, официальные поездки. Это первенство России, чемпионат России, вот такие официальные, которые у нас в календарном плане есть мероприятия. Вот эти мероприятия нам оплачивают. А турниры, которые не в календарном плане, там региональные турниры, там всероссийские турниры, ну, бывает, возможности нет у ребят выехать. Турниров много, но возможности мало выехать. Вот. Если возможность была бы, мы старались бы везде выступать, участвовать. Сейчас в Уфе будут соревнования, Евразийские игры. Ну, по мере возможности стараемся. 20 числа будем планировать поездку в Грозный. Там будут, ну, такое региональные соревнования. Недалеко нам ехать. В любом случае мы постараемся туда поехать. А вот в Уфу туда ездить, Ижевск, нам далековато.
и по возможности не позволяют. А вот этапы подготовок к обычным турнирам и к серьезным соревнованиям разные этапы или почти одно и то же? Конечно, серьезным. Вот этот примерно вот чемпионат России, первенство России, это серьезный старт, годовой уже серьезный старт из турнира. Конечно, усиленные должны быть тренировки и в зале, и на сборах, и везде. Мы вот старались, и в прошлом году Тульская область, город Лексина, подготовки. Тулу мы ездили, Лексина, город для подготовки. Махачкалу мы ездили. Ну, стараемся везде участвовать в подготовке. Стараемся в других залах наших ребят обкатывать у нас по республике. У нас в Сунже есть хорошая школа. К нему ездим. Вот. И чтобы опыт был у ребят, мы стараемся везде. Насколько важен соревновательный образ? Спортсменам, в первую очередь, как бы сказать, одна тренировка в зале, там, работа на груши или работа на лапах, работа в парах, этого не хватает. Ему нужен опыт, соревновательный опыт. Если спортсмен постоянно выезжает, участвует на соревнованиях, он получает опыт. Вот. Больше надо, вот, спортсмену надо больше выступать на соревнованиях. Вот, потихоньку опыт придет. Допустим, возьмем студенты, которые учатся в медицинском университете, примерно возьмем опыт такой. У них же бывает практика. Да. Они проводят свои вот эти всякие вот опыты проводят, опыт проводит. Также практики у спортсменов соревновать это как бы практика. Они вот опыт получают. Сначала учат, потом делают на практике. Сначала отработку делают, а потом уже шифам и больше надо выступать. Вот ты поехал, проиграл, расстраиваться не надо. Надо идти вперед. Постоянно отработки делать, на соревнованиях выступать. В случае я за мой опыт работы, у меня другого опыта нету, только тренерская работа. Я с 95-го года тренируюсь, чисто карате тренировать, шханус. Ну, сам тренировался. С 95-го года? 95-го года я тренировался. 2000 года я работаю тренером. 2000 года. Вот. Что хорошо вот, в нашей федерации, вот, всестилевое карате. Вот это всестилевое карате у нас в республике открыл я. Совая федерация, Хачи, Норвежский, Ингушетия. Раньше у нас была стилевая федерация. Стилевая федерация – это неаккредитованная организация была. Вот сейчас вот эта наша федерация, она входит в спортивный реестр Министерства спорта России, вот, где спортсменам раньше не было такого. Раньше были пояса, вручали спортсменам. Там белый, желтый, оранжевый, там зеленый, разные цветные пояса. Что хорошо, вот поясовая система тоже есть у каратистов, но еще есть разряды. Вот разряд, вот, допустим, спортсмен, который занимается спортом, мало разряд, каких достижений ты достиг, у меня белый пояс, желтый пояс, кандидат мастера спорта УСО, мастер спорта УСО, спортсмены. В данный момент, вот в 2014 году я открыл эту федерацию у нас в республике. У нас в республике где-то 180-150 вот так будет кандидатов в мастера спорта в этом направлении, всестилевой карате. 150-180 точно хатсу, но духовые разрядники, там юношеские разряды, бы. Мастера спорта, 10 мастеров спорта у нас, 10 мастеров спорта для нашей республики. С 2014 года мы федерации весики. Официально зарегистрированный в реестр, спортивный реестр Министерства спорта, зарегистрированный в Федерации. Поездки оплачивают, премируют спортсменов, наших спортсменов. Наше Министерство спорта, Центр спортивной подготовки
Что хорошо, вот наши спортсмены, которые стали призерами на официальных стартах, на первенстве России, на чемпионатах России, чемпионат мира, первенство мира, вот этим ребятам наше Министерство спорта ставит зарплату. С 16 лет спортсмен получает зарплату. Ну, 18-20 тысяч люди работают у нас, мы знаем, вот, С утра до ночи. с утра до вечера работают наши вот, как бы, земляки за эту зарплату. Ну, спортсмен просто тренируется в зале и получает 18-20 тысяч зарплату. Просто ты тренируешься, и тебе в конце года премию дают. Вот что хорошо. А разницы нету, какие виды спорта, там кикбоксинг, карате, борьба, дзюдо, разницы нету. Там по любому виду спорта уже зарплата идет, и премию дают в конце года. И у ребят, у спортсменов стимул появляется больше работать, интерес у царкаик. Через зарплату продлить, и это год продлевают. Какие у вас дальнейшие планы? Так, дальнейшие планы, как я говорил, у нас в Грозном 20 числа будет региональный турнир. Мы будем готовиться на этот турнир. Вот. И 29 по 7 июля у нас будут тренировочные сборы. В Дагестане есть такое место, Актайский район. Вот в Актайском районе у нас будут международные сборы. Туда приезжают спортсмены с Казахстана, с Турции, с нашей страны будут. И мы постараемся там тоже выступить, подготовиться к предстоящему чемпионату мира. Чемпионат мира, не знаю, в каком городе он будет, где он будет проходить, но на календарном плане, вот там он по назначению стоит. Ну, в любом случае мы будем готовиться в Дагестане. Там и наш президент федерации будет страны. Там и хорошие команды там будут. Там все наши вот, с России, все вот, с ближнего зарубежья. Можно сказать, конкуренты, да? Ну да, вот ребятам будет с кем работать там на месте. Азит, Шондар Ясхал, Дик Чаманди дал это бог, Мехтик дал Бехтио. Будем вас снова ждать с новыми результатами, иншаллах. Шондар Ясхал, то принятие, тут сани хайвайра, дал Ясхал, Бог Бехти в общем. На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели программу «Интервью с чемпионом» на канале Магаз. С вами был я, Сулейман Катиев. Дик Чаманди дал это бог. Ассаламу алейкум.